Программа «Пациент» в эфире. Здравствуйте. Беременность – важное событие в жизни каждой женщины. И любая будущая мама стремится к тому, чтобы это время прошло для нее и ее будущего ребенка наилучшим образом. Благополучное течение беременности во многом зависит от квалифицированного медицинского наблюдения. Поэтому первое, что должна сделать женщина, которая узнала о своем новом положении, встать на учет по беременности в женскую консультацию. Сегодня поговорим о том, как, когда и зачем нужно становиться на учет и что для этого понадобится. Каждая женщина, которая собирается становиться матерью, должна знать о важности посещения женской консультации. Ведь основной задачей этого лечебно-профилактического учреждения является амбулаторная и диспансерная помощь женщинам в период беременности и послеродовой период, а также оказание гинекологической помощи. Акушеры-гинекологи рекомендуют становиться под наблюдение врача в первом триместре. Самый оптимальный срок – 9-10 недели. Это позволит избежать осложнений при вынашивании ребенка, вовремя заметить и предотвратить угрозу выкидыша и при необходимости скорректировать течение беременности. Любая беременная женщина, она знает и понимает, что она должна состоять на учете в женской консультации, она должна обследоваться во время беременности. Но это по классике, все как должно быть, это понятно. Но есть, конечно, женщины, которые не встают на учет в женскую консультацию, которые попадают уже в процессе родов в родильное отделение совершенно не обследованные, совершенно неизвестно откуда взявшиеся, да, грубо говоря. Это очень тяжело уже нашим коллегам-докторам в родильном отделении. Но вы представляете, вот дежурный доктор в 5 утра принимает женщину, она ничего не знает, кроме того, что она визуально видит, что она беременна и все, или у нее уже процесс родов пошел. Конечно, дежурному доктору очень тяжело. То есть она не знает анамнез этой беременности, она не знает, как протекала эта беременность, с чем сталкивалась эта женщина в момент беременности, чтобы как-то расценить и оценить. И все это приходится делать уже вот в те 2-3 часа, то есть и обследовать ее, насколько это возможно максимально, да, хоть какую-то картину, чтобы видеть. Поэтому мы, врачи женской консультации, мы в помощь нашим коллегам, естественно, в первую очередь в помощь беременной женщине. Если мы выявляем во время беременности какие-то проблемы, да, то есть мы же пытаемся их решить и во время беременности, и мы уже должны понимать, с чем мы столкнемся во время родов, когда мы заранее знаем, что мы можем иметь. И наши врачи уже готовы ко всему этому. Это облегчает жизнь и беременной женщине, и специалистам, которые с ней связаны. Кама Шулумба занимает должность заведующей с 2016 года. За это время количество женщин в столице, которые становятся на учет, достигло 1000 человек. В прошлом году по списку было 956 женщин. Статистика показывает, горожанки посещают консультацию чаще, нежели жители отдаленных мест, хотя в каждом районе есть подобные учреждения, а в деревнях налажена работа ФАПов. А Чимчирский район, пожалуйста, города Чимчира есть женская консультация, в Гудаутах есть женская консультация, в Гаграх есть женская консультация, в Сухуме есть женская консультация. То есть, в принципе, в Галии есть женская консультация. С этим у нас проблем нет. У нас нет нехватки врачей женской консультации. У нас просьба просто, чтобы вставали на учет. И вставали, конечно, в идеале вовремя. Беременная женщина, как только понимает, что она беременна, она всегда должна и может обратиться к врачу женской консультации. Что ей с собой надо иметь? Ничего ей с собой не надо иметь. Себя привезти, максимум паспорт свой. И все. Как только она переступает порог женской консультации, тут ей в помощь доктор. В каком отношении? То есть доктор знает, в какой период беременности какие анализы может сдать беременная женщина и должна сдать беременная женщина. То есть там нет такого, что вот огромный перечень выдали, и вот это все вы должны сдать. Все это делается поэтапно. Чем раньше женщина встанет на учет, тем лучше. Бояться приходить к доктору ни при каких обстоятельствах не нужно.
То есть мы всегда окажем первую помощь. У нас лаборатория здесь работает. У нас, слава богу, вы видите, какой ремонт сделали нам, в каких условиях мы сидим. И я думаю, любая женщина по своему участку, пока участковый принцип у нас не отменили, может прийти, обратиться и получить своевременную и квалифицированную помощь. У нас все доктора высшей категории, с большой практикой работы, поэтому я думаю, что иногда бывает, что даже не по участку можно обратиться к любому доктору, к которому ты желаешь обратиться и вести свою беременность. Беременность – это физиологическое состояние, бояться его не нужно. Адаптироваться, то есть во время беременности ко многим вещам нужно, естественно, в совокупности с врачом. Есть вопросы, которые для некоторых, естественно, впервые возникают, они не осведомлены, и они здесь еще могут получить и психологическую поддержку, потому что для некоторых беременность, вот у меня была одна беременность, для которой вот любое, что-то заболит у нее, что-то, голова закружится, она из этого делала очень большую, как бы, грубо говоря, проблему, да. Проблем делать не нужно, если вы своевременно придете, все как бы станет на свои места. Даже если будущая мама по тем или иным причинам приняла решение рожать за пределами нашей страны, встать на учет ей все равно необходимо. Как отмечают врачи, первая беременность для женщины – это всегда стресс, поэтому они сразу же идут в женскую консультацию, а к последующим относятся менее ответственно. Важно понимать, что беременность, особенно первая, это сложный период в жизни любой женщины. Существует множество факторов, которые могут помешать выносить ребенка. В эти 9 месяцев в организме матери происходит множество изменений, контролировать которые самостоятельно практически невозможно. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют встать на учет в женскую консультацию. Беременность – это что? Это же абсолютно непредвиденные ситуации могут быть. Это в 3 часа ночи, это в 5 утра у женщины могут возникнуть какие-то проблемы. Она же не может, то чтобы ей отсюда выехать там, за пределы Республики Абхазия, минимум 2 часа. За 2 часа может произойти все, что угодно. Для этого у нее есть здесь врач женской консультации, здесь есть родильное отделение, где ей всегда могут оказать помощь, вне зависимости от того, где она собирается рожать. Она обязана встать на учет. Более того, у нас есть женщины, которые тоже не информированы. Они всегда, если даже они состоят на учете за пределами Республики Абхазия, по своим каким-то там соображениям, да, потом они вдруг начинают понимать, что им нужен декретный отпуск. Декретный отпуск им за пределами Республики Абхазия никто не выдаст, так как они там не работают, они не граждане, да. Поэтому они приходят сюда в 30 недель, за тем, чтобы встать на учет, а не встать на учет. То есть мы не можем им отказать в этом. Естественно, это наши граждане, они встанут на учет. Они оформляют свой декретный отпуск в 30 недель. Значит, на работе они предоставляют больничный лист декретный. И они получают свой декретный отпуск, свою денежку, да, положенную. Бывают моменты, что потом мы их просто не видим. Мы начинаем их отслеживать, мы начинаем им звонить, мы начинаем их просить: придите, пожалуйста, мы должны вас увидеть, мы должны понимать, что с вами происходит, у вас беременность. Разные моменты бывают, конечно. Это не так легко, это же люди. Это надо, во-первых, подход найти к ним. Это же надо, во-первых, у беременной женщины и так тончайшая психология в этот момент. Если ты не то слово сказал, не так взглядом повел, то есть, более того, она может вообще себе нафантазировать, что здесь вообще все очень плохо и все негативно настроено, понимаете? То есть, тут очень много моментов. Тут прежде всего психологом надо быть, наверное, а потом уже там специалистом. Конечно, желательно ее планировать, потому что часто с фактом беременности приходят, и мы начинаем их еще параллельно обследовать. Очень много соматики. То есть это заболевание щитовидной железы, это заболевание почек часто, это сердечно-сосудистые заболевания. До определенного времени, то есть они не обследовались, или не обращались, не было жалоб, а во время беременности это начинает, как беременность, она же сама по себе, все вот эти соматические заболевания дремлющие, они начинают себя проявлять именно во время беременности.
И, конечно, когда ты параллельно еще начинаешь их дообследовать, вот это чуть-чуть, просто это большая нагрузка идет на пациента, потому что он должен того. Мы и так планово проходим всех здесь: окулист, стоматолог, терапевт, психолог у нас, электрокардиограмма, то есть это плановое обследование. Но иногда ты получаешь, нужно будет более углубленно получить консультацию невролога, уролога, кардиолога, то есть вот такие моменты. А когда ты уже знаешь, что с пациентом, тебе легче с ним дальнейшее ведение беременности, то есть оно более такое, так скажем, легче с ним общаться, вот так. Во всех цивилизованных странах пара обследуется. Это не должно быть для них новостью. То есть она получает предварительно очень много информации по тому, как будет протекать беременность, как себя вести. И беременность, она не для одной женщины. Беременность должна сопровождаться и мужем тоже, так скажем. Наши мужчины некоторые не считают правильным интересоваться этим, но я считаю, например, было бы хорошо, когда на прием первый приходил муж тоже, то есть сопровождал супругу свою. Здесь они помощь всю получат. И квалифицированную, и правильную, и мы по возможности делаем все, и скрининги проводим, и ультразвуковая диагностика у нас на хорошем уровне, УЗИ они могут сделать и у нас в консультации, и в роддоме доктора Валерия Викторовича Коломейчука. Здесь у нас Асида Гургулия, очень хороший доктор, которая приехала с Москвы. И вообще, я считаю, я не хочу хвалить, но у нас все доктора очень хорошие в консультации, в роддоме. И первое, что мы должны сделать, это правильно встретить пациента, но у него тоже должна быть ответная реакция. И в первую очередь, когда ты приступаешь в медицинское учреждение, у тебя должно быть доверие к этому учреждению. И если этого нету, у тебя всегда будут вопросы и недовольство. Мы работаем, мы учимся, мы по сей день учимся. Мы каждые 5 лет ездим на курсы повышения квалификации врачей. Мы постоянно читаем, мы постоянно какие-то курсы проходим. Но если это все время не афишировать, нельзя. Я же не могу себе бирку повесить, я такой доктор выдал. Нет, право выбора у всех есть. Но доверие – это первое, что должно быть. Капитальный ремонт в женской консультации был завершен в 2021 году. В общей сложности на ремонтные работы из республиканского бюджета было выделено 9 миллионов рублей. Для работы здесь созданы комфортные условия. В консультации 5 кабинетов врачей-гинекологов. Работают терапевт, офтальмолог, стоматолог, психолог. Прием осуществляется с 9 до 17 часов. У меня 2 смены врачей. То есть у нас 5 кабинетов полноценных докторов, акушер-гинекологов, которые ведут прием. Есть, которые с утра ведут прием, есть, которые приходят с часу дня и до 5 вечера, но есть и те, которые работают с 9 до 5. То есть каждый кабинет оснащен доктором, акушерочкой, есть старшая сестра здесь, есть регистратура работает, у нас есть смежные специалисты, то есть это очень удобно, они у нас здесь, это наш терапевт, офтальмолог, стоматолог у нас свой есть, психолог есть, каждая беременная женщина должна обязательно пройти психолога за всю беременность, то есть побеседовать в любом случае психолог должен хоть один раз с беременной женщиной. Кардиограмму мы беременным женщинам делаем. То есть в принципе у нас беременная женщина, она, зайдя в женскую консультацию, может максимально обследоваться, не выходя из женской консультации. Плюс у меня есть лаборатория. Сбор анамнеза, то есть получение от женщины информации об образе жизни, предыдущих беременностях, инфекционных и хронических заболеваниях – важная часть работы врача, принимающего беременную на учет. Однако наиболее объективную информацию можно получить именно благодаря анализам. Лаборатория работает ежедневно, за исключением выходных с 8:30 до 12 часов. Часы приема немного продлили для удобства тех, кто приезжает из разных регионов республики. Стандартные – это, конечно, общие анализы, все общие анализы, мочи, крови, специфические анализы, которые нужны нашим гинекологам, биохимические анализы, там очень важна свертывающая система, она особо тщательно исследуется у нас в лаборатории. Отсутствие света нам не мешает, этот вопрос решен.
Кстати, благодарность министру здравоохранения и главврачу нашему, что этот вопрос решили. Нас он не касается. Это у нас, в лаборатории вообще недопустимо, чтобы свет включался, выключался. У нас он постоянно. Реактивы мы получаем по линии Министерства здравоохранения. Нас снабжают, особенно последнее. Раньше было очень сложно, мы там что-то пытались сами закупать. Сейчас нас снабжают по линии Министерства здравоохранения. Работают у нас специалисты высокой квалификации с высшим, врачи-лаборанты высшей категории, все, кто здесь есть. Опытные лаборанты, санитары, стерильность обеспечены на самом высоком уровне. Все, что делаем, все на месте. Если какие-то анализы, там, допустим, мы не можем здесь произвести, в связи там, с каким-то особым оборудованием, они отсылаются в республиканскую больницу. Но основное, все, что нужно беременных, делаем мы здесь на месте. Был произведен ремонт великолепный, все условия созданы, температурный режим, режим стерилизации, там, где мы принимаем пациентов, там, где мы работаем. Все создано на самом высшем уровне, благодаря руководству нашей больницы и вообще руководству нашему. Ремонт был произведен. Вот после ковида мы уже как-то сюда перешли, уже в нормальные, прекрасные условия. Дорогие беременные, кто еще не сдал анализы, не прошел все, что необходимо, пожалуйста, приезжайте, приходите, мы вас с удовольствием примем в любое время. Обязательно нужно следить. Анализы, там есть специальный календарь, и каждый врач, ведущий беременных, он по этому календарю назначает анализы, которые необходимы. Иногда назначает что-то дополнительно. Мы здесь все производим, все, что назначает врач-гинеколог. Анализ крови для выявления гепатита и ВИЧ делается как минимум дважды за беременность. Даже если женщина знает, какая у нее группа крови и резус-фактор, ей в любом случае делают анализ крови для подтверждения этих показателей. Если есть вероятность резус-конфликта, анализ на наличие антител могут проводить до 10 раз. С 10 по 12 неделю беременности проводят скрининг, который включает анализ крови и УЗИ для раннего выявления патологии развития плода, в частности хромосомных нарушений, патологии нервной трубки и других серьезных проблем. То есть на каждом этапе первый скрининг, он делается с 10 по 13 неделю включительно, где мы делаем ультразвук, смотрим определенные параметры, и в тот же день мы сдаем кровь. То есть по результатам этих анализов мы определяем, есть риск заболевания Дауна или там еще 5 патологий, которые входят в этот скрининг, или нет. Если вдруг риски высоки, это еще не диагноз, то есть это не категорично, мы дообследуем. Есть определенный более углубленный тест, мы обязаны их генетикам послать. Во втором скрининге тоже делается, раньше он делался в 16-17 недель, сейчас он с 16 по 20 неделю и рекомендуют больше в 19-20 недель его делать. Также смотрим развитие нервной трубки, как ребенок есть. На 30-й неделе это большой скрининг, то есть по протоколу делается определенно. Часто УЗИ делать это тоже не нужно. Вот. Если возникают жалобы, естественно, по жалобам делаем ультразвук. То есть, по большому счету, все, что возможно выявить, когда пациент пришел вовремя, мы это делаем. Но скрининг тоже вы здесь делаете? Да, скрининг, да, ультразвуковой, конечно, мы здесь делаем. Касаемо анализа крови на скрининг, нам приходится отправлять в частные лаборатории, потому что пока или в центре СПИДа мы тоже его делаем, тоже берется ХГЧ, ПАП, то есть вот такие моменты. В женской консультации функционирует школа будущих родителей, где можно пройти комплексную подготовку к одному из самых значимых событий в вашей жизни – рождению малыша. Здесь расскажут, как подготовиться к родам, как они проходят и на что нужно обращать внимание в этот период. Психолог поможет найти ответ на вопрос, как эмоционально подготовиться к родам и материнству, поможет разобраться в возможных страхах и сомнениях будущей мамы. Вы видите, да, у нас есть тут и мячи приспособления, да, у нас есть вот муляжи, да, вот вы видите, 5-6 беременных женщин можно пригласить, посадить и в такой непринужденной обстановке
Даже бывает такое, что вопрос-ответ, вопрос-ответ. Как вы понимаете, вопросов всегда бывает мало, поэтому в основном мы рассказываем. Но беда в том, что не все наши беременные женщины пользуются вот этой услугой. Почему-то как-то вот, ну, я не знаю, то ли это стеснение, то ли это, я не знаю, чем назвать. Вот я тоже призываю и хочу, чтобы каждая беременная женщина понимала и знала, что есть у нас такой кабинет оснащенный. У нас есть психолог, который может работать на пару, естественно, с акушер-гинекологом, который все это рассказывает, объясняет и показывает наглядно. Все вопросы, которые возникают у беременной женщины в период беременности, она все это может, всю информацию получить здесь. Любой ее вопрос, что касается периода беременности. Точно так же мы готовим ее к процессу родов. То есть она должна понимать, с чем она столкнется, что с ней будет происходить и как она себя при этом должна вести. То есть, чтобы для нее это не было вот каким-то таким открытием, чтобы у нее не было страха какого-то, чтобы она спокойно, адекватно относилась к тем процессам, которые будут с ней происходить. Пренебрегать посещением к гинекологу, ведущему беременность, не стоит ни в самом начале, ни на более поздних сроках. От того, насколько ответственно относится к своему здоровью и развитию ребенка сама будущая мама, во многом зависит благополучное родоразрешение и рождение здорового и крепкого малыша. Поэтому очень важно вовремя встать на учет в женскую консультацию и ответственно подойти ко всему периоду вашей беременности. У нас в свое время в школе был такой предмет «Этика и психология семейной жизни» и гигиена и здоровье. Как сейчас помню этот предмет, вот. Сейчас в школе этих предметов нет. Я считаю, что это очень плохо, но это, опять-таки, это лично мое мнение. Если бы его ввели в школу, в образовательное учреждение, даже в университете на первом курсе, я считаю, что было бы очень хорошо, потому что мы бы, понимаете, дети бы знали, подрастающее поколение, как правильно, они бы знали, как себя вести и не боялись прийти к врачу со своими проблемами. Конечно, есть все пары, да, вот, которые состоят в браке или которые планируют беременность, они не должны бояться приходить и задавать вопросы. То есть для того, чтобы в дальнейшем мы готовили их во всех смыслах. И моральном, и физическом, и психологическом. Девочки, женщины дорогие, большая просьба на самом деле. Как только вы понимаете, что вы беременны, что вы в шикарном таком состоянии, вы можете обратиться к нам, к врачам женской консультации, без разницы куда, хотите ли в Сухуми в городе, или близлежащий к вам поликлиника ваша. То есть всегда с радостью, я думаю, любой доктор женской консультации всегда и примет вас, и окажет помощь. И я думаю, с большим удовольствием. Просто просьба, чтобы вы только приходили, пожалуйста. Многие женщины задаются вопросом, зачем нужно так часто посещать клинику и сдавать столько анализов при хорошем самочувствии. Дело в том, что стандартный для всех график посещения доктора и сдачи анализов разработан вовсе не для того, чтобы заставить вас побегать, а чтобы обеспечить вашу безопасность, благополучное протекание беременности и рождение здорового ребенка. В организме беременной женщины постоянно происходит множество изменений, и во избежание возможных осложнений специалист должен наблюдать за ними. Именно своему доктору вы сможете задавать все интересующие вас вопросы. На этом я прощаюсь с вами. Берегите себя и до новых встреч!